Время новостей на Абаза ТВ. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. 29 из 30 за, 1 воздержался. Парламент принял постановление о мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты. Стартовал второй этап конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии-2022». Презентация в Абхазском государственном университете. В Русском театре снова премьера. Спектакль «Мама» по одноименной повести французского писателя Флориана Зеллера. 27 июня в ходе своего внеочередного заседания сессии Народное собрание приняло постановление о мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты. Как отметил, открывая заседание, спикер парламента Алаш Ашуба, на прошлой неделе прошел ряд встреч в парламентском комитете по экономической политике, реформам и информационным технологиям, где обсуждалась ситуация с топливом. По итогам обсуждения комитетом инициировано принятие постановления по вопросу регулирования цен на нефтепродукты. Спикеру направлено письмо, которое подписали 14 депутатов. С этим связано проведение внеочередного заседания сессии. 29 из 30 депутатов, присутствовавших на заседании сессии, проголосовали за принятие текста постановления, проект которого представил председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. 1 депутат воздержался. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет рекомендовать Кабинету министров Республики Абхазия принять срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты, в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия по экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года. Второе. Рекомендовать Кабинету министров Республики Абхазия отменить постановление Кабинета министров от 1 марта 2022 года номер 18 об утверждении порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов, а также разработка нового постановления с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и инновационным технологиям и представить Народному собранию парламента в течение 2 недель. Третье. В случае невыполнения Кабинета министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Четвертое. Направить настоящее постановление для официально опубликованных средств массовой информации Республики Абхазия. Пятое. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Пока неизвестно, как решение парламента отразится на планах Джансуха Адлиба, который уже более 2 недель ведет одиночную голодовку на площади Свободы с требованием снижения цен на топливо. Еще накануне он сообщил о том, что во вторник, 28 июня в 18:00 планирует обратиться с призывом к президенту Абхазии Аслану Бжане. Хочу обратиться к общественности, ко всем неравнодушным гражданам. Хатырску обсныжлар, абрыкчар хейлак, убаски абрыкча зеги, интеллигенция, ветеранша, репатрианша, царава, юлар зегир хейлакпа, убас сгубылва обсныжлар зеги. Шасыпхой, аяшачна, раширам зежаба, асад жарзен, ахакуй рашта. Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам. Во вторник, 28 июня, в 18 часов прийти на площадь Свободы. Планирую, значит, обратиться с просьбой к президенту, чтобы пришел, встретился с общественностью и разъяснил, может ли он решить данный вопрос, так как премьер-министр с этим не справился. Между тем, республиканская общественная организация Айтгалара требует от президента принять кадровые решения, направленные на стабилизацию ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении Айтгалара, распространенном 27 июня. Как в частности отмечается в заявлении организации, с высокой долей вероятности предполагаем, что недовольство в обществе социально-экономическим и топливно-энергетическим кризисом, который ощущает каждый наш гражданин, выльется в очередной народный протест. Подобный сценарий
сценарий опасен для нашего государства и народа, его настоящего и будущего. Безусловно, мы призываем все политические силы страны отказаться от агрессивной риторики и эмоциональных выпадов в адрес политических оппонентов. Призываем руководствоваться исключительно интересами государства и народа. Вместе с тем убеждены, что ответственность за будущее страны лежит на всех участниках внутриполитического процесса. Исходя из изложенного, мы обращаемся к гаранту Конституции, президенту республики Аслану Георгиевичу Бжане с требованием принять необходимые антикризисные кадровые решения, направленные на стабилизацию ситуации в стране, и просим принять меры, необходимые для достижения согласия в обществе. Высший совет РОО Айтглара. С полным текстом заявления можно ознакомиться на официальных страницах Айтглара. Сейчас о поздравлениях в адрес нашей телекомпании, которая 26 июня отметила свой 15-летний юбилей. Президент Республики Абхазия Аслан Бжане поздравил гендиректора Абаза ТВ и коллектив телекомпании с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: начав работу 26 июня 2007 года, вы добились серьезных успехов и по праву занимаете одно из ведущих мест среди средств массовой информации нашей страны. С первых дней вещания, демонстрируя свой особый почерк, вы обрели большую аудиторию. Востребованность, популярность и узнаваемость первого независимого абхазского телеканала Абаза ТВ являются результатом вашего большого труда и активной позиции, уважаемый Руслан Канович, а также высокого профессионализма и творческого потенциала сотрудников. Президент Аслан Бжане. Спикер Народного собрания парламента Республики Лаша Ашуба поздравил генерального директора и сотрудников Абаза ТВ с 15-летием со дня образования телеканала. В поздравлении на имя гендиректора Руслана Хашик, в частности, говорится: мы ценим стремление коллектива Абаза ТВ всегда оперативно и непредвзято представлять информацию нам, зрителям, объективно освещать жизнь нашего государства. Вы вносите ощутимый вклад в просветительскую деятельность, направленную на сохранение абхазского языка, культуры и народных традиций, способствуете расширению кругозора своей аудитории. Накопленный вами архив материалов уже стал историческим наследием. Конец цитаты. Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия поздравляет генерального директора Абаза ТВ и всех сотрудников телеканала с юбилеем. 15 лет вещания в абхазском эфире принесли Абаза ТВ заслуженное признание за объективное и непредвзятую манеру подачи информации, а также за образцовую тележурналистику, нацеленную не только на развлечение, но и просвещение своего зрителя. Как представитель России не могу не отметить неоценимый вклад Абаза ТВ в поддержку русского языка в Абхазии и укрепление союзнических отношений между нашими государствами. Отмечается, в частности, в поздравительном адресе за подписью временного поверенного в делах России в Абхазии Максима Литвинова. В числе поздравителей также первый посол России в Абхазии Семен Григорьев, министр иностранных дел Абхазии Налардзенба, министр культуры Абхазии Дауркови, председатель Государственного комитета Республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Берулава, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия, ее президент Тамила Мерцхулава, секретарь Общественной палаты Республики Гули Кичба, Движение Матери Абхазии за мир и социальную справедливость, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзенба, председатель партии Народный фронт Абхазии Лаша Сакания, Союза писателей, журналистов и художников Абхазии, генеральный директор Абхазского драматического театра Алхас Чалоку, гендиректор Русдрама Иракли Хиндба, наши коллеги Абсномедиа, Абхазская государственная телерадиокомпания, редакция газеты «Республика Абхазия», агентство Абстымпресс и «Спутник Абхазия». А сейчас благодарственные слова от коллектива нашей телекомпании к вам, нашим дорогим зрителям, в день 15-летия Абаза ТВ. Мы 15 лет с вами, мы 15 лет работаем для вас, мы вещаем для вас. И все, что мы делали очень искренне. Мы старались быть всегда объективным. Отдельно хочу сказать за все теплые слова, которые были сегодня произнесены, были написаны в социальных сетях, были официальные поздравления. Люди персонально, очень много, десятки наших телезрителей звонили, мне лично звонили каждому сотруднику. За все ваши теплые слова огромное вам спасибо. Оказывается, мы сумели. И думаю, что
пользы от этого только нам всем и народу нашему. В этот день я хочу искренне поздравить в первую очередь учредителя канала Беслана Тиковича Будба, коллектив, всех дорогих коллег, ну и вас, уважаемые телезрители, с этим юбилеем, с 15-летним юбилеем Абаза ТВ. За это время на телеканале появились новые лица, новые имена, состоялись новые телевизионные журналисты, которыми по праву может гордиться, я думаю, каждый из вас и вообще в целом страна. С самого первого дня по сегодняшний день они каждой своей клеточкой бросались в то дело, которое им было дано. И именно поэтому, наверное, Абаза ТВ сегодня отмечает этот прекрасный юбилей. Поздравляю всех нас и всех тех, кто работал вместе с нами. Дорогой телеканал Абаза, вещаем много лет, оперативно, непредвзято. Хороших новостей. Желаю сделать нам репортажи про год без ДТП, про год без отключения света, про год без отключения воды. И хочется, чтобы мы делали, возможно, не такие интересные, но действительно хорошие для всех, для нас новости. Это очень важно, видеть ситуацию с разных сторон. И Абаза ТВ все эти годы, и я в том числе, пытаемся показать то, что происходит с разных ракурсов, чтобы вы имели представление о том, что происходит, могли делать свои выводы. Ну, естественно, слышать наши. Возможно, для кого-то они ценны, а для нас ценно ваше внимание. Спасибо. Дорогой, родной, любимый наш телезритель, я верю, я знаю, что ты думающий, слышащий, анализирующий, сомневающийся. И я очень надеюсь, что наш труд хоть немного, но тебе ценен, важен, полезен. Спасибо, что 15 лет с нами. Хороших новостей и до встречи в эфире. Продолжаем выпуск. От имени руководства Министерства обороны, военнослужащих Вооруженных сил Абхазии, от себя лично министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа выразил глубокие соболезнования родным и близким по случаю ухода из жизни полковника Вооруженных сил России Алексея Никитича Вострикова, который в 91-92 командовал вертолетным полком, дислоцированным в зоне грузино-осетинского конфликта. В 1993-94 Алексей Востриков являлся старшим группы армейской авиации, затем стал помощником начштаба миротворческих сил по авиации, выполнял задачи в составе миротворческой миссии КСПМ в Республике Абхазия, награжден званием почетного гражданина города Цхинвал, также удостоен 14 медалей орденом Дружбы Республики Южная Осетия и ордена за заслуги. Во время нахождения с частным визитом в городе Краснодар, России, генеральный прокурор Абхазии Атгурагарба встретился с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия между прокуратурами, сообщает сайт Генпрокуратуры. Также в городе Ессентуки состоялась встреча между генпрокурором Абхазии и заместителем генпрокурора России, курирующего деятельность управления Генпрокуратуры в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Андреем Кикоть. В ходе проведенной встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили перспективы совершенствования механизма оперативного разрешения возникающих при исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. В Сухумской бухте прошел совместный рейд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, Управления ФСБ России в Абхазии, СГБ Республики, а также Госкомитета по экологии. Проверялось, в частности, наличие разрешительной и технической документации у владельцев маломерных плавательных средств. Проведены с десяток маломерных судов, проверены. И, по словам руководства ГИМС, у основной части проверенных судовладельцев все необходимые документы в наличии, за исключением одного. В связи с чем владельцу гидроцикла, не имевшего права на эксплуатацию вышеназванного плавсредства, был выписан штраф. Подобные рейды будут продолжены и охватят акваторию всей республики. Военные учения пройдут с 17 по 28 октября с участием военнослужащих Турции, Азербайджана и Грузии. Первое совещание по планированию учений состоялось в понедельник в Стамбуле в штабе командования Первой армии с участием представителей Министерства обороны трех стран, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Безопасность Абхазии в контексте событий в Грузии и на Украине. Этой теме был посвящен видеомост «Москва-Сухум» в пресс-центре «Спутник Абхазии». Участники: Артур Атаев, кандидат политических наук, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры, начальник сектора кавказских исследований РИСИ; Ираклий Тужба, замминистра иностранных дел Абхазии; Максим Гвинджия, помощник президента Абхазии по международным делам. На эту проблему надо посмотреть в контексте происходящих событий сегодня. Во-первых, саммит это и решение европейских лидеров дать статус кандидата в членство, это все делается в попыхах, делается на фоне военной операции на Украине. А Грузии не дают статус. Почему? Потому что она отказалась от антироссийских санкций, да? Но это как-то пока что Грузия еще не член, да, и она ожидает получения статуса кандидата. И как это сразу, еще до получения этого статуса, страна должна отказаться от своих национальных интересов и вести какую-то необдуманную политику, которую могут поддержать в Брюсселе. Или как это вообще происходит? Это целенаправленное разжигание нестабильности в нашем регионе. И те страны, которые выбирают себе вот этот путь получения статуса кандидата, должны понимать теперь, что чем они могут рисковать. Мы видим, что в результате этих событий возникла очень острая внутриполитическая напряженность в Грузии. Европейские власти, представители США пытаются оказать определенное давление на нынешнее руководство Грузии. Вы знаете, что были выдвинуты так называемые 12 пунктов, которые должны быть выполнены Грузией, среди которых, как уже здесь отмечалось, основными являются так называемая борьба с олигархами. Ну, понятно, когда речь идет о борьбе с олигархами в Грузии, мы все, наверное, догадываемся, о каком конкретно олигархе идет речь. Поэтому для нынешнего руководства Грузии, я думаю, эти требования будет крайне сложно преодолеть в нынешних условиях. Сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация внутри самой Грузии. Нам бы все-таки хотелось надеяться на то, что нынешняя власть, нынешний режим, он устоит, скажем так, под вот этим внешним воздействием. Потому что в случае какого-то негативного исхода и возможного прихода к власти, скажем, представителей национального движения Грузии, напомню, что это ультранациональная, скажем так, партия представителей ястребов, если их можно так назвать. Я думаю, что в случае вот такого развития событий, если они придут к власти, то ситуация на грузино-абхазской границе, в частности, может значительно измениться и обостриться. Поэтому нам не хотелось бы вот такого развития событий. Запись видеомоста, предоставленную «Спутник Абхазии», смотрите в нашем вечернем эфире. 20 лет назад ушел из жизни легендарный полководец абхазской армии, герой Абхазии Сергей Дбар. Во время Отечественной войны народа Абхазии руководил обороной на Красном мосту, затем исполняющий обязанности командующего Гагарского фронта. Сергей Дбар был командующим Гумистинского фронта, начальником Генштаба вооруженных сил, одновременно первым заместителем министра обороны, военным советником президента Владислава Ардземба, депутатом Народного собрания, вице-спикером парламента республики. Во вторник, 28 июня, в историко-мемориальном музее Нестора Лакоба состоится выставка, посвященная столетию Рауфа Несторовича Лакоба. 28 июня – День памяти. День памяти Рауфа Лакоба, сына легендарных родителей первого главы абхазского правительства Нестора Лакоба и его жены Сарии. В возрасте 15 лет, 31 октября 1937 он был арестован и около 4 лет содержался в тюрьмах Сухума, Тбилиси, Москвы. Юноша прошел через все круги ада вместе с младшими по возрасту Николаем Михайловичем Лакоба, Тенгизом Васильевичем Лакоба, Николаем Константиновичем Иналыпа. Дело, по которому они проходили, именовали «Дело абхазских юношей». Они были арестованы в возрасте от 13 до 15 лет. Им было предъявлено обвинение в контрреволюционной террористической деятельности. Военной коллегией Верховного суда СССР от 6 июля 1941 они были приговорены к расстрелу, а 28 июля 1941 жизни Рауфа Николая
Николая и Тенгиза трагически оборвались. В связи с тем, что недавно исполнилось 100 лет со дня рождения Рауфа Лакоба, решено отметить знаковое событие в доме, в котором в 20-30-х жила семья Нестора и Сарии. Российская художница Елена Кермизи-Нар написала портреты героев Великой Отечественной из Абхазии Рождена Барцицы и Мэри Авицба. При поддержке администрации города Шахты в годовщину начала Великой Отечественной 22 июня 2022 года в Шахтинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие 11-й персональной выставки «Творцы Победы» художницы из Новочеркасска Елены Сухоруковой, известной под псевдонимом Елена Кермизи-Нар. Всего на выставке «Творцы Победы» 98 портретов участников Великой Отечественной, в том числе героев из Абхазии Мэри Авицба и Рождена Барцицы. Стартовал второй этап конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии-2022». Презентация состоялась в Абхазском государственном университете. Заявки на участие будут приниматься с 1 по 7 июля. Подробности расскажет Анастасия Никонова. О конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии» стало известно в 2020 году. Основная идея проекта – выявление и поддержка молодых и талантливых людей. По идее организаторов, конкурс должен послужить стартом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения. Из-за пандемии начало второго конкурса было отложено. И вот в июне 2022 у потенциальных молодых лидеров вновь появилась возможность проявить себя. Хотелось бы немного вам рассказать о деятельности самой нашей социальной платформы, которая официально зарегистрирована в Минюсте в 2020 году. Это такой некий социальный лифт для нашей молодежи. Вот на примере наших финалистов, которые вам в дальнейшем расскажут о своем опыте прохождения стажировок и образовательных курсах. Около 70 молодых людей, граждан Республики Абхазия, поступили в высшие учебные заведения Российской Федерации, проходили стажировку в таких ведомствах, как Министерство экономики, администрация президента Российской Федерации. Проходили образовательные курсы в МГИМО. Финалистка конкурса «Гордость Абхазии-2020» Милана Цвижба в рамках проекта прошла стажировку в агентстве стратегических инициатив в городе Москва. По словам девушки, это был неоценимый опыт и значительный карьерный шаг. Если я скажу, что это был крайне информативный, крайне увлекательный, такой испытывающий тебя процесс, я вот прям не совру вам совсем. Это было очень интересно. С многими ребятами мы до сих пор общаемся. Те идеи, которые были нами озвучены, они находят свою реализацию каждый день. По истечению времени, как мы закончили проект, меня отправили на стажировку в агентство стратегических инициатив. Чтобы вы понимали, это огромная околоправительственная структура, которая занимается подбором проектов обычных людей совершенно. То есть если у нас родилась какая-то идея, и она достигла определенной степени зрелости, мы можем это озвучить, и нам помогут это реализовать, снять все возможные барьеры. Это очень интересно. Для меня это в первую очередь было интересно, потому что подобный опыт очень успешно и эффективно можно применять и здесь у нас в стране. В конкурсную комиссию «Гордости Абхазии» вошли 5 человек. Абисалом Кварчи, Мактина Джинджоля, Рафаэль Ампар, Анжела Каджая и Александр Страничкин. Я хотел бы немножко об Абхазском университете сказать. Все-таки действительно дает знания, если вы хотите получать эти знания. И примером может служить, в этом году наша команда экономического факультета заняла 1-е место по Олимпиаде по истории экономических учений. Мы обыграли такие вузы, как МГУ, Высшая школа экономики, финансовый университет. То есть это о многом говорит. То есть мы можем, если захотим, понимаете? И в этом плане у вас есть стимул. Стимул участия в конкурсе, он тоже дает. Не всегда можно выиграть, но самое главное, он вам даст возможность поработать над собой, с другими и понять, что кроме вас есть еще другие единомышленники, с которыми вы потом будете общаться, работать, и перспективы у вас есть. Подать заявку на участие можно будет с 1 по 7 июля. Вся информация об условиях участия в скором времени появится на официальных социальных страничках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ.
С 1 июля в Абхазии вводятся новые тарифы на электроэнергию. В связи с изменением РУП «Черноморэнерго» напоминает всем абонентам, физическим и юридическим лицам о необходимости погашения долгов или их реструктуризации. Для этого необходимо до 5 июля обратиться в районное отделение Энергосбыта. В Русском театре снова премьера. Спектакль «Мама» по одноименной повести французского писателя Флориана Зеллера на сцене Русдрама поставил режиссер Евгений Закиров. Наши корреспонденты побывали на предпремьерном показе. Марианна Котова поделится впечатлениями. Любить сильнее матери? Никто. Но иногда любовь становится болезнью, когда не дает, а требует. Анна вложила всю душу, всю свою жизнь в воспитание детей, но они выросли, разъехались и не спешат возвращать материнскую любовь обратно. Они плохие дети или Анна плохая мать? Однозначного ответа нет и быть не может. Очень много, возможно, недосказанного, непонятного. Здесь есть простор для зрительского восприятия, зрительской интерпретации, для индивидуальной интерпретации этого материала. Это очень интересная пьеса. Она не дает, знаете, она не дает ответов и на поставленные вопросы. Пьеса французская, сцена абхазская, театр русский, а темы одни на всех в этом мире. И вечные. Любовь, ненависть, жизнь и смерть. Меняются только способы их выражения. В этом спектакле, чтобы описать весь спектр чувств героев, понадобился хореограф. Актер доносит до зрителя не только словами, но и своими действиями. И это был очень интересный опыт, и я думаю, что готова еще поработать и испытать себя в таком, так скажем, направлении. Декорации и способ размещения зрителей относительно сцены тоже важный художественный прием. Публика оказывается за сценой, а зрительный зал – продолжением пространства спектакля, непознаваемых глубин человеческого разума, где блуждает главная героиня – мама. Какой-то контраст того, что находится прямо, грубо говоря, перед носом у зрителя на авансцене. Мы видим это очень подробно, с какими-то мелкими деталями. И далее мы видим открывающуюся глубину пространства, пустоты какой-то. Вот. А также для меня, во всяком случае, взгляд зрителя изнутри коробки сцены – это довольно нестандартное такое положение, и это способ, посмотреть, наверное, заглянуть по ту сторону занавеса не только театра, но и вот этой семьи, о которой идет речь. В планах у Русдрама не было постановки этого спектакля. Богатой премьерами сезона, насыщенная гастролями программа, казалось бы, уже ничего не могли вместить, рассказывает Иракли Хинба. Но Минкульт России сделал театру предложение, от которого тот не смог отказаться. Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский, человек очень деятельный, он очень много делает для того, чтобы выпускники ГИТИСа имели возможность проявить себя на начальных стадиях, на начальных порах, еще даже не окончив вуз. И вот такая программа была придумана, Министерство культуры ее поддержало, Росконцерт по поручению Министерства культуры ее реализует. И когда нам предложили участвовать в этой программе, конечно, мы согласились. И вот в июне мы постарались каким-то образом сделать так, чтобы и гастроли провести, 10 дней вот мы выезжали на гастроли, и этот спектакль мог появиться. Для актеров было особым удовольствием работать над непривычным для их репертуара спектаклем. Наталья Попаскири, сыгравшая главную роль, говорит, что эта работа была для нее не только любопытна, но и полезна. У нас жизнь очень активная, такая она стремительная, суетная, и мы переступаем через многие вещи в быту. Мы не обращаем внимания очень на многое. Вот. Мы постараемся здесь как-то немножечко вас в эту сторону повернуть, чтобы мы все с вами задумались чуть-чуть
в себя посмотрели, на своих близких повнимательнее. И открыли для себя, наверное, многое. Режиссер Евгений Закиров и его подход к работе также поразили актеров. Евгений, тоже интересная работа с ним. Этот молодой человек, который 27 лет, и иногда так смотришь на него, когда начинает, как будто у него не 27 лет, а как будто он на моменте прожил больше, чем я в этой жизни. Хотя я 2 раза больше него прожил. 1:20 идет спектакль «Мама». Совсем немного по времени, но достаточно, если считать не минутами, а эмоциями. Наверняка каждый найдет здесь свое. Если ты ласковая мать или сын-бунтарь, а может ты мать-карьеристка или нежный ребенок, а может быть ты неверный муж или врач-психиатр. И даже если у тебя нет детей и диагнозов, у спектакля есть крючок, чтобы поймать и твое настроение. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Спорт. Харитон Агрба в составе команды России стал победителем интерконтинентального кубка, который прошел в Москве в субботу. В весовой категории до 68 килограммов выступал наш соотечественник, который провел на турнире все 4 поединка, одержал во всех победы над венесуэльским спортсменом Мичелом Маркано, узбекским боксером Бобо Усмон Батуровым и Бенхардом Бернардом из Намибии. Соперником Харитона в суперфинале стал узбекский спортсмен Батуров. Боксеры провели в ринге всю отведенную дистанцию в 4 раунда, и в результате бескомпромиссного поединка единогласным решением судей победу одержал наш спортсмен. По итогам суперфинала команда России одержала победу над командой Азии со счетом 4-1 и стала обладателем интерконтинентального кубка. В этом турнире, конечно, для меня это важное достижение, потому что здесь я боксировал, повторюсь, с лучшими боксерами. Я 2 раза боксировал с призером мира, с чемпионом Азии. И выиграть вот такого высокого уровня соперника и проверить опять же себя, это многого стоит. Спортсмены из Абхазии завоевали 3 награды чемпионата ЮФО по боксу. Несколько десятков спортсменов представляли Краснодарский край, в том числе и Белена Квициня, Денис Кархалава и Ашот Узлян, которые по итогам турнира завоевали 3 награды. Серебряным призером турнира стала Белена Квициня, бронзу завоевали Денис Кархалава и Ашот Узлян. Белену и Ашота тренирует известный тренер Эдуард Дипелян. Амина Аншба в паре с Антоном Сухобрусовым стали победителями турнира Bosco Pro Am Mixed Cup в смешанном парном Pro Am разряде, сообщает сайт Госкомитета по делам молодежи и спорту. В соревновании приняли участие 6 пар. Аншба и Сухобрусов за время турнира набрали 236 очков. Лошади абхазских коневладельцев стали призерами скачек в Краснодаре. 25 июня там состоялся 6-й скаковой день, большой приз для кобыл, в рамках которого прошло 12 скачек, сообщает Госкомспорт. В первой среди чистокровных английских лошадей на дистанции 1200 метров приняла участие лошадь по кличке Мисс Шелби абхазского коневладельца Астамура Сангулия. В забеге среди лошадей 2 лет она финишировала 2-й, мастер жокей Аслан Мурзабеков. Всего в забеге участвовало 5 лошадей. Лошадь абхазского коневладельца Даура Агуха по кличке Абхазиан Сонг стала 3-й в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 200 метров для чистокровных английских лошадей 3 лет. Мастер жокей Марзабек Капушев. Сейчас о погоде в Абхазии. Во вторник, 28 июня, в республике облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 14 до 19, днем от 21 до 26 градусов. Температура морской воды 23 градуса. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.